По поводу вот этого нашего обращения, к депутатам. Смотрите, у меня, я уже заготовил, вот смотрите, много этих обращений. Так, сейчас я вам покажу. Вот одно я возьму, и к нему прилагается конверт. Вот, я вам сейчас все подробно расскажу. Вот само заявление. Вот само заявление. Вот распечатанное заявление. На второй странице, пока вы все этого не сделаете, все, не имеет значения, кто вы, чеченец, не чеченец, пока вы все этого не сделаете, я все равно от вас не отстану. Смотрите, вот это список убитых чеченских людей, которые проживали за пределами Чеченской Республики Ичкерия и России. То, что в России происходило, там в Чечне происходило, в Чечении происходило, мы все прекрасно и так знаем. Вот этот бланк вы можете получить в любом отделении почты, и сюда вы должны будете вписать наверху фамилию, имя, улицу, номер дома и индекс. С другой стороны, вот здесь, вы вписываете, так, видно чуть-чуть, вот здесь, вы вписываете свои данные. С этой стороны вы вписываете данные, кому вы отправляете. В том письме, которое я вам дал, там данные имеются. Также вы можете написать тех, кого вы посчитаете нужным. Может, вы там какому-то другому депутату отправите. Вот сам образец. Вот смотрите. Вот смотрите. Вот. Здесь указан мой адрес, указан депутат, которому я отправляю. И вот вы дальше смотрите вверх. Вот смотрите. Вот да, в конце, вот здесь вы внизу ставите подпись, пишите свою фамилию и дату, число. Все. Складываете вот так в 3 стопки, заворачиваете в конверт, кладете в конверт, так чтобы вот это имя оказалось вот на открытой местности, вот здесь оказалось. Идете в почту, и я неправильно сказал, когда я в прошлый раз сказал, что это стоит 3 евро, я немного ошибся. 5,5 евро это стоит, заказным письмом. То есть, когда вы отправите заказным письмом, вам придет уведомление, что человек, которому вы отправили письмо, депутат в данном случае, получил это письмо. Вот этот бланк, который в почте, вы должны пойти на почту и там это все приклеить. Вот они сами это приклеят. Вы просто заполняете, с задней стороны это все приклеивается, и письмо уходит. Стоит это 5,5 евро. Теперь, во-первых, когда вы отправляете эти письма, которые на имя депутатов, это только маленькая часть. У меня там огромная еще ведется работа, закуплено большое количество конвертов. Мы будем все это распространять, будем везде распространять. Когда вы отправите это, вы наладите связь. Это документ. Если вы отправляете с уведомлением, тогда это уже становится документом. Этот документ вам поможет для того, чтобы в первую очередь вам поможет для того, чтобы вы могли для того, чтобы на суде вы могли защитить себя и сказать, что вот смотрите, здесь на русском языке у меня где-то было, я сейчас вам еще раз зачитаю. Здесь вы обращаетесь, да, я, так, уважаемый господин депутат, такой-то,
В данном случае я обращаюсь к Мануэлу Сарацину. Я, такой-то, такой-то, обращаюсь к вам по поводу очередного жестокого и циничного своей демонстративностью убийства чеченского беженца Мамихана Умара, Мартин Бек, совершенного 4 июля 2020 года в городе Герасдорфе, недалеко от Вены. Это, вне всякого сомнения, заказное политическое убийство, венчает собой скорбный список жертв среди представителей чеченских диссидентов, павших от рук наемных убийц. Карта политически мотивированных убийств чеченцев, идеологических противников путинской политики на их родине охватывает практически все постсоветское пространство. Турцию, страны Ближнего Востока, а также Восточную и Западную Европу. Несмотря на очевидную причастность к этим преступлениям российских силовых структур и их агентов из числа этнических чеченцев, развернутая до масштабов индустрии физическая ликвидация политических оппонентов до сих пор не получила своей реальной правовой оценки в цивилизованном обществе. Общий тон заявлений сил правопорядка и СМИ по поводу нескончаемой череды заказных убийств чеченских политических беженцев сводится к якобы имеющимся внутриобщинным разногласиям, что само по себе крайне цинично и кощунственно. Аресты и заключения под стражу рядовых исполнителей данных преступлений без обнародования имен реальных заказчиков этой варварской охоты на инакомыслящих, развернутые сегодня на улицах городов цивилизованных стран, не могут остановить кровавую вакханалию безнаказанности. Я, как человек, нашедший в этой стране убежище от жестоких войн, развязанных российским руководством на своей исторической родине, испытываю страх, сегодня страх за себя, за членов своей семьи, а также за своих соотечественников, волею судьбы, оказавшихся в эмиграции. Я обращаюсь к вам, как выразителю воли ваших избирателей, высшим законодательным органам страны, с просьбой озвучить ваше отношение к этой проблеме, рассмотрение которой не терпит каких-либо отсрочек. Буду крайне признателен вам за любые действия, включая инициирование парламентских слушаний по данному вопросу. Что для чеченцев? Во-первых, это абсолютно безопасно. Никто никогда не узнает, что вы написали это письмо. Кроме вас и этого депутата, никто об этом не знает. Это раз. На суде, когда зачитает этот документ, который получил депутат Бундестага, допустим, если это Германия, да, у меня есть выложено и на английском, и на французском языке. Вы здесь четко рассказываете, что вам представляет угроза. В суде это будет иметь просто очень-очень необходимый и грамотно составленный документ, который повлияет на вынесение решения суда. Вы, когда отправляете это письмо, вы должны приложить квитанцию, которую вы получили, когда вы заплатили 5,5 евро, копию перед тем, как отправить, подписали, все сделали, ставите дату, ставите подпись, делаете ксерокопию, отправляете одну копию с этим депутату, и когда вы отправили, получаете квитанцию. Квитанцию вместе с той копией, которая осталась у вас на руках, вы прикрепляете их вместе и отдаете копию, еще одну копию отдаете своему адвокату. И на суде обязательно это должно быть представлено. Во-первых, это нужно вам лично. Никто об этом не узнает. Когда вы даете интервью на собеседование, да, так называемое интервью, когда вы просите политическое убежище, то тогда присутствует между вами и немецкими властями присутствует переводчик. По моим данным, были утечки информации, когда переводчик выдавал информацию, которую там человек, просящий убежище, сообщал немецким властям. Тут же нет никакого посредника. Уже все переведено, и есть только вы и депутат. Никто об этом не узнает. Это раз. Во-вторых, вам это очень необходимо. Очень будет вам это важно. В-третьих, это поможет, если это приобретет массовость, это поможет остановить высылку всех нас, остановить депортацию чеченцев. Потому что если нас убивают тут, то каково положение там во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Поэтому просто это нужно как вам лично, так нужно и для всех чеченцев, которые здесь проживают. Мне лично от этого ничего не нужно. Друзья, я могу защищать свои права,
без вот этого и без этого заявления. Даже эти заявления я могу и сам писать, и сам защищать свои права. Это нужно, в принципе, для всех нас. Для всех. Дальше, как это должно работать? Если вы, например, сами отправили, то вы должны попросить там, свою маму, папу, супругу, брата, тетю, дядю, которые тут находятся. Также вы должны попросить всех остальных это написать. И когда мы все напишем, да, как это такой вирус должен произойти. Вы написали, не молчите, не скрывайте эту тайну, расскажите. Как только вы научитесь писать это письмо, а здесь ничего сложного нет, как я вам объяснил, письмо уже написано, достаточно вписать свой адрес, свою фамилию, пойти на почту и отправить. Поставить подпись, поставить дату обязательно, число и отправить. Если мы научимся пользоваться вот этим инструментом, то повысится наша юридическая грамотность. И вот в таком случае мы сможем просто одним решением, сажусь я, садится Саид Амин Ибрагимов перед камерой и говорит: друзья, вот письмо, мы все его должны распространить. И если каждый из нас напишет это письмо, нас здесь 300 тысяч, ну возьмем 100 тысяч у нас взрослого населения, совершеннолетнего населения. 100 тысяч человек напишет в своих странах, 1000 человек напишет в своих странах, не говоря уже о 100 тысячах. 5000 человек, 10 тысяч напишет. Мы сможем продвигать любой вопрос. Понимаете? Что такое парламентское слушание? Мы тут просим инициировать парламентское слушание. Парламентское слушание — это когда собирается в законодательном органе, в парламенте, собираются компетентные лица и обсуждают тот или иной вопрос. Например, связанный вот с убийством Мамихана Умарова, да, Мартина Бека, или как известного блогера Анзора из Вены. Туда обязательно, конечно, в этом случае собираются силовики, это спецслужбы, это полиция, это правозащитники, это активисты, политики. Приглашается чеченская сторона, кто бы это ни был с нашей стороны, приглашается чеченская сторона, и происходит обсуждение. И на этом обсуждении выносится ряд вопросов, которых накопилось огромное количество. Начиная от агентуры, которая сюда засылается, заканчивая там, депортациями, курсами языков и так далее, которые нам сейчас, в связи с тем, что с Сирии очень много беженцев пришло, например, если взять ситуацию в Германии, проблема с предоставлением курсов на обучение там, языка, допустим. И таким способом мы можем защищать свои права. Других способов не существует. Например, те же там дижонские события, которые были. Это неправомерно, неправомочно, неправильно и контрпродуктивно. Это во вред нам. Вот такие движения в Дижоне. Далее. У Анзора из Вены, у Мамихана Умарова, было там, 100, 200, 300 тысяч просмотров видео. Где эти люди? Где вы? Вы столько писали комментариев, вы так поддерживали его. Где вы? Почему вы не можете написать вот после его смерти просто из-за уважения к этому человеку? Просто чтобы его смерть не осталась просто так забыта. Да, сведя все к внутричеченским разборкам. Он рассказывал ведь не только там про кадыровцев, он рассказывал и про Россию. Россия, кадыровцы — это производная. Кадыровцы — это производная от России, от их спецслужб, ГРУ, ФСБ. Где вы все люди? Поэтому док дилардуса мануцаеш. Асхор эфире, я в каждом эфире об этом буду говорить. Вы можете просто выйти, распечатать эти бумаги. Они у меня есть на сайте, в разделе сообщества, на канале реалити, в разделе сообщества. На английском, французском и немецком языках. Распечатывайте это. Вот эти 2 листочка с фамилиями погибших людей. Тут же есть и Мамихан Умаров, последний из убитых. И вот, ну это на русском, и вот на немецком, французском и так далее. И распространяете.
распространяйте, предлагайте всем французам, немцам, пожалуйста, вот смотрите, вот такая у нас ситуация. Вот прочитайте, человек прочитает, и уже тут все ясно, о чем речь. Никакого криминала, никакой угрозы. Это абсолютно законный и, самое главное, очень действенный метод. Шайдел деш малуция шкунах, цахум дейтвай. Кивайга до шумадается. Нам не воевать не надо, нам никого убивать не надо, нам никого там бить не надо, нам угрожать никому не надо. Нам нужно просто научиться защищать свои права. Если вы научитесь защищать свои права при помощи вот этого механизма воздействия на депутатов, они обязаны вам ответить. Если вы научитесь, вы сможете любые свои права, любые свои проблемы решать именно таким способом. Потому что здесь у депутатов реальная, не как в России, там, да, а реальная власть, реальная сила. И они могут подействовать. Только так мы можем действовать. Более того, это необходимо нам, когда мы построим свое государство, стать юридически грамотными. Когда мы вернемся в свою страну, нам там нужно будет делать то же самое. Писать к своим депутатам, не драться, не бить там, а соблюдать закон и делать то, что делается в рамках закона. Всем понятно все. Я еще об этом буду говорить. Я еще буду снимать видео, распространять голосовые сообщения. Буду переводить на другие языки. На польский язык, например, мне нужно перевести. Также мне нужна помощь молодых ребят, кто проживает в Германии. Например, мне в Германии. Там во Франции, в Австрии, везде нужны люди. Ребята, нужно вот это распространять. Выходите со мной на связь. Я вам помогу распечатать, если нет денег, распечатать эти листовки. Заплачу, распечатаю. Все, что необходимо, сделаю. Куплю конверты. Все, что необходимо, я сделаю. Просто надо довести вот эту нашу позицию до людей. И эти люди должны просто от своего имени поставить подпись и отправить это письмо. Если мы отработаем вот этот механизм нам понадобится всегда. Останутся часть здесь в Европе чеченцев, уедут часть в Чечению или останутся, не имеет значения. Это законные методы защиты своих прав, чему вот мы должны привыкнуть и научиться.